Но насколько следствие не понимает, что они делают, и насколько прокуроры не понимают, что они делают. Вот смотрите, я вам привожу пример. Вот один, вот, что вот это обвинительное заключение, по которому нас держат. Читаем. Барахоев АО, не позднее 13-12, находясь в помещении централизованной религиозной организации Духовного центра мусульман Ингушетии по адресу Республика Ингушетия, город Магаз, проспект Вязикова, дом 16. Ну, я уверен, что вам, для вас и для прокурора я ничего не произнес. То есть вы думаете, что хочет сказать. А я хочу сказать, что проспект Вязикова, 16, Магаз, это резиденция главы республики. Понимаете? Вот это обвинительное заключение. Вот, понимаете, нас держит. То есть вы, Барахоев, находясь в резиденции главы республики, значит, умышленно осознавая общественную опасность, так далее, так далее, так далее, так далее. Это что за обвинительное заключение? Вы вообще, если вы ездили бы туда, в Ингушетию, понимаете, вы исследователи, то вы знали бы, где это находится. А вы здесь устроились в курортном городке, конечно, здесь нарзан попиваете и сидите. И к вам сюда привозят заключенных. У вас тут СИЗО рядом, у вас детские садики, там больницы. А если вы ездили бы и знали бы предмет, но не допускали бы в обвинительное заключение вот такие ляпы, понимаете? 50 следователей не смогли это заметить. Генеральная прокуратура это не смогла заметить. Зам генеральной прокуратуры. Вот что из себя представляет обвинительное заключение. То есть это, уважаемый суд, при первом нашем знакомстве я вам сказал, что это уголовное дело чушь собачья, понимаете, как говорит наш президент. Чушь собачья. Я вам прям показываю, пример вам привожу, понимаете? Вот. Это чушь собачья. Установлено ли место, установлено место совершения преступления, в котором Барахоев обвиняют, если адрес неправильно указан? Конечно, не установлено. Таких примеров здесь куча в этом обвинительном заключении. Хорошо, ладно, допустим, мы совершили экстремистское преступление, допустим. Опять же, гипотетически. Тогда я задаю вопрос. Если мы были экстремистами, и если Зубов об этом знал, и Паштов об этом знали, то почему тогда 3 числа они позволили начальнику Главного управления МВД по СКФО Бачурину и начальнику Главного управления МВД России по Ингушетии встретиться со мной и с другими экстремистами Асадом? Почему они позволили? О чем вели переговоры эти высокопоставленные должностные лица с экстремистами? О чем они договаривались? Почему суд не хочет выяснить, о чем был разговор до Бачурин? Какие он предлагал преференции, уступки экстремистам? Разве это не является пособничеством совершения экстремистской деятельности? О чем говорили экстремисты Ужахов, Барахоев, Чемурзиев, Мальсагов, Погоров на 2 встречах, которые были с Мотовниками? Почему Мотовников, являясь представителем президента, встречался с экстремистами? Какие уступки он предлагал, он и начальник управления внутренней политики Ялин? На какие уступки они шли экстремистам? Почему они шли на уступки экстремистам? Кто им дал право вести переговоры с экстремистами? 7 октября, по-моему, и 16 октября 2018 года. Почему заместитель Конституционного суда Маврин присылает приглашение экстремисту Погорову и экстремисту Мацаку приглашать их в Конституционный суд? Кто ему дал такое право? Приглашать экстремистов в Конституционный суд России. Дискредитировать Конституционный суд России. Кто дал право начальнику канцелярии администрации президента принимать экстремиста Барахоева, который туда принес 51 тысячу подписей жителей Ингушетии? Это уголовное дело, его вообще нельзя выпускать за пределы СКФО, потому что это сплошная дискредитация. Сплошная дискредитация. Я считаю, что если уголовное дело выйдет за пределы СКФО, то нужно полностью проводить аттестацию всего судейского корпуса СКФО, если это дело выйдет отсюда.